В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых функционирует тифлоиздательский отдел. Книга и чтение в жизни незрячих, лишенных зрения, является одним из главных средств социокультурной реабилитации. Реабилитированный человек – это читатель, отличающийся высоким уровнем культуры чтения. Особенностью работы тифлоиздательского отдела является издание книг системой Брайля, доступных для наших незрячих читателей. В тифлоиздательском отделе выпускаются также книги укрепленным шрифтом, с рельефно-графическими рисунками, с рельефно-точечными рисунками, краеведческой тематики. Тифлоиздательский отдел осуществляет выпуск рельефно-точечных изданий, рельефно-графических пособий. Ежегодно выпускается 6 наименований книг краеведческого характера, 3 названия на башкирском, 3 названия на русском, рельефно-точечным шрифтом. Их тираж составляет 15 экземпляров. Также отдел выпускает книги рельефно-точечным шрифтом в рамках республиканских государственных программ по запросам читателей. Начиная с 2017 года начали реализацию крупномасштабного краеведческого проекта «Путешествие по городам и районам Башкортостана от А до Я». В рамках проекта издание рельефно-графических пособий краеведческой тематики направленного характера, то есть в пособиях дана информация о конкретной территории края. Пособие содержит укрупненный шрифт для слабовидящих, шрифт Брайля для тотально слепых и рельефные рисунки. Рельефные рисунки для этих пособий готовятся в рамках социального проекта «Трогательный Башкортостан» профессиональными художниками и специалистами графики. Брайлевский принтер печатает текст рельефно-точечным шрифтом. Текст мы обрабатываем в специальной программе ДБТ, потом пускаем на печать. Готовые рисунки мы пропускаем через термопечь, и они приобретают рельефную форму. Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых стала лауреатом республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана-2018» в номинации «Услуги населению» за выпуск рельефно-графических пособий для незрячих «Путешествие по городам и районам Башкортостана от А до Я». Снабжением незрячих пользователей всех подразделений библиотеки необходимой информацией в звуковом формате занимается студия звукозаписи. В студию звукозаписи озвучиваются книги на башкирском и русском языках. Ер шарының картаһына караһаң яҡшы ғына, Башкортостан шул картала бер япраҡ саҡлығына. Эйе, япраҡ аҡ ҡайындың бер япрағы не бары, ә ҡайыны Бөйөк Рәсәй, шундай йәшел юғары. В 2015 году был получен грант президента Российской Федерации на реализацию проекта «Расскажите мне кино». В рамках этого проекта Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых занимается созданием тифлокомментариев к фильмам. Тифлокомментирование – это лаконичное описание предмета, пространства или действия, который непонятны слепому без специальных словесных пояснений. В настоящий момент готовы собственные комментарии к 30 фильмам и 5 на башкирском языке. В студии звукозаписи Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых были озвучены 2 мои книги «Не оставляй, мама» и «Детство без сказок» на башкирском и русском языках. Первую книгу на башкирском языке читал лично я сам. Еңеусе, бір күнді апайымдың ұлы медаль алып қайтты. Мәктәптә йөҙөү буенча ярышта 2-нче урында алган икән. Күрһәгез әсәһенең ни тиклем шатланганын. Ана, минең улым еңеүсе булган дип кергәненә лә сыкканга һөйләй горланып. Кемнең малае иңгитеде? Айгөл апайындыҡы. Мактау һүҙҙәрен ишеткәс, туғандың кәйфе тағы күтәрелеп китте. Без дә шатландык. Малайҙың арҡаһынан тупылдатып һөйөп талдык. Улының бындай уңышы өсөн әсәһе йомартланып китте. Без шул ук көндә магазинға барып, малайға спорт киеме һатып алдык. В республиканской библиотеке мы давно дружим. Приходилось с ними выезжать даже за пределами Башкортостана, в Свердловской области интересные мероприятия проводили. И часто приглашают в эту библиотеку и меня самого. Мне всегда интересно встречаться с людьми. И то, что существует такая студия звукозаписи, это очень прекрасно, потому что открывает возможности людям, которые ограничены в зрении.
И, несмотря на это, они могут слушать аудиокнигу и знакомиться с произведениями современных писателей.